Я Саитова Рамиля. Сегодня 29 апреля 2019 года. Рядом со мной Рафис Гизатуллин, который подвергался уголовному преследованию по делу о так называемом межнациональном конфликте в городе Белорецк. Данное уголовное дело мы выиграли, но в составе вот этого преследования были еще два административных дела. Вот по одному из них у нас сегодня в Верховном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы. Суть жалобы в том, что дело об аресте Рафиса арестовали и посадили в спецприемник на 10 суток. Оно было рассмотрено неподсудным судьей. Ты по какой статье? По статье 6.1.1. КоАП РФ. Должен был рассматривать, согласно закону, федеральный судья, то есть Белорецкий межрайонный суд. Кто рассматривал? Мировой судья. Какого? По городу Межгорье. Вот, ну, дело абсолютно выигрышное, то есть соблюдение правил подсудности – это конституционная норма. Но мы сейчас не находимся в Верховном суде, хотя наше дело там сейчас рассматривается. Мы экстренно переехали в Кировский районный суд города Уфы, потому что вот совершенно неожиданно сегодня утром переменили весь график и назначили рассмотрение дела о продлении меры пресечения об аресте Айрата Дильмухаметова. Я сейчас вот спрошу Рафиса. Но мы сюда переместились, потому что мы должны все друг друга поддерживать в любой ситуации. И мы бросили все свои дела на помощь Айрату Дильмухаметову. Да, ну вот мы решили, что дело Айрата важнее, оно нас консолидирует. Вот, и здесь мы также видим людей, моих друзей, мнение которых я хотела бы также вот отразить в этом видеоролике. Вот Альмира Рашитовна Жукова. Давайте я теперь сама буду снимать. Ты мне только вопрос задал, ладно? Альмира Рашитовна, почему вы здесь? Ну, я здесь, потому что я знаю, что арест Айрата Дильмухаметова незаконен, и я никогда не соглашусь с тем, что происходит в нашей республике в отношении людей, которые имеют свою четкую позицию, которая не нарушает ничьи конституционные права и никому не мешает. Это его позиция. Благодарю, Альмира Рашитовна. Я считаю, что преследование Айрата происходит только после того, как он заявил себя кандидатом в президенты. Он имеет на это право. Конституция разрешает любому человеку заявить себя кандидатом в президенты. Я думаю, они стали видеть, что его тысячи людей, он провел действительно большую работу, везде ездил, везде собирал людей, люди стали его поддерживать. Я считаю, что ФСБ посчитала его угрозой, значит, на выборах главы, и поэтому бессовестно его закрыла. Также хочу сказать, сегодня только мне стало известно о том, что ему еще вменили 205-ю прим.1, то есть это оправдание терроризма. Прим.2, прошу прощения, да, то есть это оправдание терроризма, да, то есть по его выступлению в отношении партии Хизбут Тахрир. Но хочу сказать, что на сегодня преследование этой партии поднимает очень серьезную волну. Известный правозащитник Лев Пономарев, Мемориал, значит, много очень правозащитных организаций провели конференцию, обратились к уполномоченному по правам человека Москальковой о нарушениях в отношении, значит, о нарушениях по судебным решениям в отношении якобы членов этой якобы запрещенной, на мой взгляд, которая не сделала никаких недозволенных решений, значит, создали комиссию. И сейчас Москалькова, во всяком случае, о том, что мне известно в интернете, готовит обращение к президенту с просьбой обратить внимание на эту партию. Благодарю, Альмира Рашитовна. Очень важное дополнение, что Айрат Дильмухаметов заявил себя президентом 4-й республики. Да, и это послужило основой, это же понятно, любому даже не умному человеку, не совсем. Я не политик. Кандидатом, да, кандидатом. Вы знаете, мне кажется, он был менее скромен и заявил себя президентом. Нет, кандидатом. Ну да, это мое мнение. Это вот Сагит Огай Исмагилов, тоже мой друг и коллега. Скажите, пожалуйста, по Айрату. Я крайне возмущен избранной следствием мерой пресечения, потому что то, что в чем обвиняют Айрата Дильмухаметова, он признал. Он признал, что обращение и в виде обращения его это он производил, и поэтому
что-то доказывать необходимости не было. Просто необходимо было провести экспертизы, и если найдут эксперты Проходите. оснований для обвинения, рассмотреть в суде. То, что он находится под следствием, никакого смысла не имеет. Вполне можно было обойтись подпиской о невыезде. Но Или домашним арестом. Да, или домашним арестом. И сегодня мы, придя, узнали, что заседание будет закрыто. Это еще один штрих, что дело имеет явно заказной характер и проходит по сценарию, который придумали заказчики. Благодарю, очень убедительно. Вот я хочу показать, что вот у нас еще здесь господин Золотарев. Я позже дам ему слово. Он очень хочет высказаться, но у меня вот формат все-таки короткий. Да? Или вы считаете, Альмира Рашидовна? Я считаю, надо. Да. Да. Он очень интересный, умный Да. порядочный. Да, я даже не знаю, как господин. Виктор. Виктор, да, Виктор блогер. Добрый день, Да. я Виктор Золотарев, бывший руководитель партии «Яблоко» по Республике Башкортостан. По Айрату Дильмухаметову, по его аресту, следует говорить о главном, что человек заявил себя год назад, публично объявил себя кандидатом в президенты. Выборы будут проводиться в этом году, и именно с этим, очевидно, связан его арест. Потому что он работал, разъезжал и по районам, с людьми работал, поднимал вопросы, делал ролики, пытаясь просветительской деятельностью заниматься. Но следует отметить, вот я политически совершенно с ним не согласен, потому что я либерал, западник, демократ, а он националист, радикальный националист. Однако самым главным здесь является, что Конституция, основа Конституции в том, что мы все должны делать по выборам, выбирать именно власть. Человек открыто заявил себя, что он идет на выборы. Ничего незаконного, на мой взгляд, он не делал. И такое жестокое преследование, это, естественно, политическое преследование, это просто устранение политического конкурента с выборов. Да. Недопустимо арестовывать кандидатов в президенты, а его признают тысячи людей по республике, в том числе я признаю, хотя не согласен с его политическими взглядами, но я признаю, что он является кандидатом в президенты Республики Башкортостан. Давайте мы пропустим судью. Это не наш Все, судья. собственно говоря, по сути, я все Наш, да? сказал. Это Бекчурин? Боже. Все, спасибо. Это был судья Бекчурин, который сейчас будет рассматривать дело Айрата. И вот тут я все-таки хочу сказать, этот судья в 2002 году точно так же в порядке меры пресечения принял решение о том, чтобы меня лишить свободы, арестовал, и я просидела несколько месяцев в тюрьме по делу, по которому я позже сама себя реабилитировала. Его возбудили для того, чтобы отобрать у меня имущество, да, мою компанию «Добрый день».